Ці справядліва тое, што беларускія спартоўцы будуць удзельнічаць у цяперашняй алімпіядзе ў Парыжы толькі пад нейтральным сцягам? Ці можна быць спартоўцам высокага ўзроўню ў Беларусі і пры гэтым не стаць часткай прапаганды рэжыму? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наша гостя Кацярына Сныціна, яна была капітанам зборнай Беларусі па баскетболе, вельмі паспяховай каманды, якая брала бронзу на чэмпіянаце Еўропы ў 2007, была 6-й на алімпіядзе ў Пекіне, таксама удзельнічала ў іншай алімпіядзе ў Рыа-дэ-Жанейру. Добры дзень, Кацярына. Так, вітаю. Для вас удзел у алімпіядах, асабліва ў той першай у Пекіне, наколькі гэта было важна? Я не осознавала, я почувствовала важность, наверное, только когда я оказалась уже внутри, когда ты находишься в олимпийской деревне или на олимпийских объектах, когда ты себя осознаешь в тот момент, что вот ты одна из 10 тысяч лучших спортсменов на этой планете. Вот когда я приехала, я помню, что приехала когда в Пекин, и пришла, там тренажерный зал был огромный, как ангар, знаете, чтобы туда могли вместиться огромное количество людей и команд одновременно. И вот в таком гуле я помню, что я оглянулась, и я вот на самом деле так офигела, приятно, что я осознала себя, что я здесь нахожусь одна из... И не знаю, сколько участников будет на этой Олимпиаде, но, по-моему, на нашей пекинской было 10 тысяч, около того. И я такая подумала, офигеть. Вот со всей планеты мы 10 тысяч человек в этот год, мы лучшие, мы здесь находимся, сейчас будем соревноваться друг с другом. И меня это очень вдохновило, потому что я помню, что на этом вдохновении ты тренируешься, ты продолжаешь играть еще вот несколько, лет, наверное, мне это дало такой толчок эмоциональный именно. Поэтому это офигенно было. А у вас захаваліся нейкія яркія ўспаміны пра тую першую алімпіяду ў Пекине? Наверное, такое самое яркое с небольшим таким привкусом горечи, это когда мы играли в Пекине против команды Китая. Я не знаю сейчас, уже я не вспомню цифры, сколько было людей на трибунах, и понятное дело, что когда ты играешь в Китае против Китая, все болеют против тебя. Это когда на расстоянии вытянутой руки ты не слышишь своего собственного игрока, да, невозможно услышать друг друга из-за шума постоянного, из-за гула, ора и так далее. Я обожаю играть на таких аренах, когда это просто вот эта атмосфера, которая тебе сил придает, да, экстра мотивация, опять же. Но, к сожалению, мы тогда проиграли. Это и такой классный момент, и с горечью немного. Но такие были, конечно, прикольные моменты, когда ты стоишь... Потому что в олимпийской деревне в домах нету стиральных машин обычно, это какой-то опять отдельный дом, здание, где все спортсмены приносят свою форму, чтобы ее стирали. Мы просто стояли в одной очереди с Надалем, и мы такие, мы офигевали, там кричали ему: «Надаль, давай мы тебя постираем». Такое, знаете, немножко... Для тых, хто не ведае, Рафаэль Надаль знакаміты тенісіст, так? И он отреагировал ніяк? Нет, так что-то посмотрел, нас улыбнулся. То есть, нам было не принципиально, чтобы он что-то дал постирать, просто нам было прикольно, что мы просто, девчонки белорусские, мы стоим с Надалем, да, в одной очереди, чтобы, я не знаю, грубо говоря, постирать наши трусы. Давайте так будем уже откровенны. Вот, то есть какие-то такие моменты, когда американскую сборную по баскетболу, они обычно не живут вместе со всеми, потому что они слишком большие звезды, да, и, действительно, когда они потом приехали в какой-то день просто посмотреть олимпийскую деревню, их просто облепили, потому не давали пройти и так далее, там Леброн, Коби, там, были все, да, и понятное дело, что это такое создало ажиотаж. Опять же, такое классное воспоминание с первой Олимпиады. И потом оказывается, что Леброн с Джейсоном Кидом, тоже американским баскетболистом, проходили мимо нашего корпуса, и девчонки его остановили наши, и я помню, что я спустилась, и я смотрю, там просто мои девчонки по команде рассказывают Леброну, что такое, где Беларусь находится и так далее. Он такой: да. Вот, так что, классные какие-то воспоминания просто... Такие, когда всегда что случается, когда ты оказываешься в олимпийской деревне и, не знаю, просто открыт миру, да, то есть смотришь, разговариваешь, общаешься с людьми, со спортсменами, это на самом деле, да, классный экспириенс.
А ваша другая Олімпіяда ў Ріа-дэ-Жанейру ў 16 годзе, як яна адрознівалася ад той першай? Все равно было приятно, но это я уже, получается, это 2008, да, 8 лет прошло, я уже больше как выросла как спортсменка, как человек. Наверное, уже таких ярких воспоминаний у меня не было. Ну, и там у меня лично это было, как сказать, мой не самый лучший турнир, потому что я приехала туда после серьезной травмы голеностопа. Ну, буквально там меня на ноги ставили уже на самой Олимпиаде, чтобы я могла бегать хотя бы не хромая. И плюс к тому, что мы проиграли там практически все игры, кроме одной, по-моему. То есть у меня, как у спортсменки, у меня все-таки впечатления остаются, больше хороших впечатлений остается, когда ты выигрываешь. А когда такой скомканный турнир с неудачами, то так, Олимпиада это или там еще что-то, это уже как-то немножко сглаживается. Главное вот чувствовать, что ты классно выступил, но, к сожалению, в Рио я такого не почувствовала. Поэтому как бы, да, были на второй Олимпиаде, участвовали, но, к сожалению, вот неудачно, поэтому как-то больше мне вспоминается первая Олимпиада. Вы сказали пра важнасць Алімпіяды для вас, як для маладой спартоўкі, але пры гэтым вы кажаце, што пакуль ідзе вайна, нельга дапускаць беларускіх спартоўцаў да ўдзелу ў Алімпіядзе нават пад нейтральным сцягам. Я нагадаю, што 16 беларускіх спартоўцаў мае ўдзельнічаць пад нейтральным сцягам у Алімпіядзе ў Парыжы. Але ці справядліва гэта вось да гэтых маладых людзей, якія, магчыма, цалкам там займаюцца выключна спортам, для іх спорт гэта жыццё, і для іх Алімпіяда гэта, ну, тое, да чаго яны імкнуліся ўсё жыццё, і яны, магчыма, нават не маюць ніякага дачынення да рэжыму, не так заплямілі сябе супрацоўніцтвам нейкім. Ці справядліва гэта? Это отличное слово «справедливо». Наверное, нет. А может быть, наоборот, справедливо. Хотя вот я вам сейчас рассказывала 5 минут о каких-то своих воспоминаниях с Олимпиады, когда ты с кем-то пересекаешься, с кем-то общаешься. По сути, этого у них тоже не будет. Да, они поедут на Олимпиаду, но если вы видели, то там сборная Украины, а еще неизвестно, какие другие сборные для себя лично приняли решение не фотографироваться с нейтральными спортсменами, там, не знаю, не стоять на одном пьедестале и так далее. То есть, как бы, это может быть несправедливо. Но, с другой стороны, несправедливо и то, что сейчас по Украине летят ракеты, убивают детей, попадают в детские больницы и убивают все живое на своем пути. Это тоже несправедливо. Поэтому я, наверное, за 4 года поняла, что, наверное, справедливости нет на этой планете. И мы только сами выбираем, вот мы как видим ситуацию. Я ее вижу так, что на данный момент, пока Россия и Беларусь вторглись в Украину и воюют там, я считаю, что несправедливо, что спортсмены из этих стран едут на Олимпиаду. Но вы говорите, что они могут быть нейтральные, они могут быть не испачканы режимом, да, но, скорее всего, вернувшись, хорошо выступив или завоевав медали, им не удастся избежать столкновения с режимом и не запачкаться. Вот, поэтому здесь, опять же, нет справедливости. Ну, так что я это только, такой, знаете, я только ответ, сказал, что все ж таки вопрос без ответа. Беларусь не ўдзельнічала наўпрост, то бок беларускія вайскоўцы не ўдзельнічалі ў вайне, але пры гэтым Беларусь дала сваю тэрыторыю для ўварвання на тэрыторыю Украіны і таксама дала сваю тэрыторыю для абстрэлу Украіны. Але вяртаючыся да спартоўцаў, ну, вы ім, так бы мовіць, адмаўляеце ў магчымасці ўдзельнічаць, таму што калі яны выйграюць, то яны вернуцца, ім давядзецца супрацоўнічаць. Але, можа быць, яны пасля гэтага зробяць нейкі свой выбар, не быць часткай гэтай сістэмы прапаганды, я не ведаю, ажно да таго, што яны з'едуць з Беларусі. Может быть, да, я не знаю. Потом они мне будут говорить, ой, там Сныцина что-то наговорила перед Олимпиадой. Это все возможно, но это я так вижу ситуацию. Мне кажется, что все, кто хотел, мог, и уже уехали. И те люди, которые, да, сейчас кто-то растет и так далее, кто-то взрослеет, кто-то сейчас, может быть, осознает или не осознает, что происходит вокруг, что происходит в стране, может быть, они потом, только потом еще захотят уехать из страны, да, и там сменить гражданство, продолжить выступать под другим гражданством. Этого я не знаю. Я говорю про здесь, сейчас, и это просто мое видение. Я еще раз говорю, что я понимаю, что справедливости нет. И это вот мое видение, как я сейчас на данный момент
2024 год я вижу участие белорусских спортсменов. Як вы ацэньваеце тое, што цяперашнюю алімпіяду не будуць паказваць па беларускай тэлевізіі і па расійскай таксама? Вот эту часть, как бы, я тут немножко, не могу сказать, что расстроена, но для меня, мне кажется, что было бы классно, если бы люди в Беларуси, если бы другие спортсмены, которые не едут на Олимпиаду, они могли просто, переключая каналы, и у тебя идет там пропаганда, и потом опа, и мировой спорт, да, выступления спортсменов на мировом уровне, а не на том уровне, на котором, когда сейчас устраиваются там, я не знаю, игры дружбы народов, там СНГ и еще такое, и это все, как бы говорится, что это нам ваша Олимпиада не нужна, а мы тут сами классно будем с друг другом соревноваться и так далее. И вот в этом плане, мне кажется, что это такой немножко негативный момент, что все-таки белорусы внутри Беларуси не посмотрят на как сейчас выглядит мировой спорт, потому что уже практически 2 года что российская, что белорусская пропаганда, они пытаются убедить людей, что вообще-то, если нету белорусов там и россиян на Олимпиаде, то это уже не Олимпиада и так далее. Нет, жизнь продолжается, и они, там, мировые звезды будут продолжать устанавливать рекорды, а как бы то, что вас не будет, да, на Олимпиаде, это ничего не меняет для всего мира. Поэтому было бы классно, если бы люди могли это смотреть вот в промежутках между какими-нибудь пропагандистскими программами, живодерскими такими. Потому что я все-таки считаю, что не так много людей, если не увидят Олимпиаду по телевизору, откроют YouTube и будут искать где-то там выступления там, спортсменов разных или разных видов спорта. Я толькі дадам, што калі хтосьці хоча паглядзець алімпіяду ў Беларусі, то можна, наколькі я разумею, скарыстацца сайтам Міжнароднага алімпійскага камітэту. Яны абяцалі, што там будуць цалкам бясплатныя трансляцыі падзеяў алімпіяды, у тым ліку адкрыццё павінны там паказваць. З намі Кацярына Сныціна, і зараз мы звернемся да 2020 году, які стаў паваротным у жыцці многіх беларускіх спартоўцаў. Што страціў беларускі спорт у выніку рэпрэсій? Пра гэта раскажа мая калега Глафіра Жук. Рэкордная нізкая колькасць беларусаў выступіць сёлета на Алімпіядзе ў Парыжы – 17 спартоўцаў. На апошняй Алімпіядзе выступалі 108 атлетаў з Беларусі. Пасля пратэстаў 20-га году і рэпрэсій Беларусь вымушана пакінулі дзесяткі спартоўцаў. 3 беларускія спартоўкі атрымалі сёлета магчымасць прадстаўляць Польшу на Алімпійскіх гульнях у Парыжы. Они никогда там не покажут результат, они там люди второго сорта. Точно так. Удзел у гульнях возьме бягуха Крысціна Ціманоўская. Яе падчас Алімпіяды ў Токіа летам 21-га года спрабавалі прымусова вярнуць у Беларусь пасля канфлікту з трэнерамі і чыноўнікамі. Яна ўцякла ў Польшу і атрымала польскае грамадзянства. Таксама Польшу прадставіць беларуская скакуха ў вышыню Марыя Жодзік, якая была адной з падпісантак ліста спартоўцаў за сумленныя выбары. Чэмпіёнка Беларусі і віцэ-чэмпіёнка Польшы ў коннай выездцы Вольга Сафронова ўвайшла ў пашыраны склад алімпійскай зборнай Польшы. Яна павінна была ўдзельнічаць яшчэ ў алімпійскіх гульнях у Токіа, але Беларуская федэрацыя адхіліла яе з палітычных матываў. Больш за 1000 беларускіх спартоўцаў у 2020 годзе выступілі супраць рэжыму Лукашэнкі. За гэта шмат каго з іх выключылі з нацыянальнай зборнай, адхілілі ад удзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Пакінулі Беларусь праз пагрозу крымінальнага пераследу лучніца Карына Казлоўская, шматразовая пераможца чэмпіянатаў Беларусі лёгкаатлетка Святлана Кудзеліч, лыжнік, пераможца Кубка свету Сергей Далідовіч, баскетбалісткі Алена Леўченка, Кацярына Сныціна, алімпійская прызэрка, плыўчыха Александра Герсіменя. На пачатак 23-го году фонд беларускай спартовай салідарнасці паведамляў пра 20 прадстаўнікоў спорту, якія знаходзяцца за кратамі. У 2021 годзе вы адмовіліся ад далейшых выступленняў за зборную Беларусі. Тады вы патлумачылі гэта так: не хачу быць часткай прапаганды рэжыму. Наколькі гэта было цяжка для вас зрабіць? Это было очень легко. После того, что происходило в августе 2020 и вот до 21-го, по-моему, это было, не помню, какой месяц уже, если честно. То есть на протяжении этого времени, начиная с 2020 года, я поняла, что я больше не хочу представлять свою страну, такую страну,
не хочу выступать за национальную команду, потому что мне предлагали подписать контракт, где я обязана была бы согласовывать все свои интервью с нанимателем, то есть с государством, то есть там, с Министерством спорта. И ну, я не могу себе представить ситуацию, когда мне надо давать вам интервью, и я там не знаю, как это выглядит даже, пишу запрос в Министерство спорта и скажите, пожалуйста, могу ли я дать интервью. Вот, поэтому вся эта ситуация, она была для меня довольно-таки легкая, потому что я уже приняла решение, и надо было просто это все осуществить. На той час, калі вы прынялі такое рашэнне, у вас ужо быў вялікі спартовы досвед, у вас ужо быў вялікі спартовы статус, вялікія поспехі. А як вы лічыце, ну, жыццё не мае умоўнага ладу, так бы мовіць, але па вашых адчуваннях вы б змаглі зрабіць тыя самыя крокі насуперак, калі б вы былі проста дзяўчынай на самым пачатку сваёй спартовай кар'еры, калі б вам было, умоўна кажучы, там 18 гадоў, і вы былі б яшчэ неправераныя, там не мелі поспехаў. Насколько это было бы тяжело? Я думала об этом еще тогда даже, вот когда как бы осознала, да, что происходит в моей стране, мне было самой интересно разобраться в себе. И я скажу так, что я не знаю, но я надеюсь, что я поступила бы так же. Я надеюсь, что реально увидя репрессии, которые происходят в моей стране, отношение государства к людям в моей стране, я надеюсь, что я поступила бы точно так же. Мой калега і сябра Юрась Бушлякоў у нулявыя гады ездзіў на матчы вашай зборнай, ну, нашай зборнай, на вашыя матчы. Да? І памятаю, ён расказваў, калі вы гулялі тут у Чэхіі, здаецца, дарэчы, каманда тады прайграла, і ён падыходзіў да спартовак, і ён быў вельмі ўражаны тым, як Леўчанка да яго звярнулася, то бок яна адказала на ягоныя словы, і для яго камунікацыя з камандай была вельмі важнай. І ён ездзіў туды з бел-чырвона-белым сцягам. І тады былі заўзятары з бел-чырвона-белымі сцягамі на трыбунах. Вы памятаеце, у тыя гады, шмат гадоў да 20-го году, як вы ўспрымалі бел-чырвона-белыя сцягі на трыбунах, як вы ўспрымалі афіцыйныя дзяржаўныя сцягі? Вы когда говорите в нулевые года, я себя ощущаю очень старой женщиной. Нулевые годы, это вы что имеете в виду? 7-й, 8-й, не, ну, вось, тады, калі вы мелі вялікія поспехи. Честно сказать, я не помню бело-красно-белого флага, вот. Я пыталась вспомнить, и я не вспомню бело-красно-белых флагов на наших каких-то матчах и так далее. Может быть, и видела, но не запомнила, да, поэтому... Я сам видел, я сам назирал нават, бо ён з радостью как бы похвалился, и это показывали нават по чешским телебаченні. По-моему, вы с чешками гуляли тады, и там судейством были некие проблемы у Чехии. Чехия, это, наверное, чемпионат мира 2010 года, но я не играла, я туда прилетела сразу же, я оперировалась, у меня были операции, я прилетела просто на пару дней поболеть за девчонок и улетела, поэтому там у меня такие воспоминания, это просто, что я была на костылях, грубо говоря. Вот, поэтому, к сожалению, не помню. Тады перафармулюю. В прынцыпе, якое было ваше стаўленне да гэтых сцягоў тады, і нават калі вы не бачылі канкрэтна на трыбунах, калі вы гралі за мяжой? Честно признаюсь, что красно-белый флаг, у меня воспоминания только из каких-то школьных книг. То есть вот ничего такого. Мне даже кажется, скорее всего, я видела где-то потом эти флаги, я не знаю, может быть, где-то в городе или где-то там в соцсетях, наверное, да, то еще до 20-го, но у меня вообще не было вот привязки к бело-красно-белому флагу, опять же говорю, потому что, грубо говоря, я проснулась там в 2020 году. И вот на самом деле очень я удивилась, когда оказалось, что у огромного количества людей есть бело-красно-белый флаг дома или где-то там еще. Это было для меня, вот я такая, я реально почувствовала, что я что-то пропустила, да, потому что у меня не было этого флага, я его только потом себе сделала. Вот. Но до 2020 года у меня нету вообще никаких, грубо говоря, отношений с бело-красно-белым флагом. Пару месяцаў таму у нашай праграме удзельнічалі Александр Івулін, вядоўца YouTube-каналу «Чеснок», і таксама Олег Гарунович, галоўны рэдактар выдання «Трыбуна». Я працытую. Гарунович тады адказаў на пытанне, якая спартовая перамога магла б аб'яднаць беларусаў, і ён сказаў наступнае.
Я думаю, што можа з'явіцца малады спартовец, які не падпісваўся ні за, ні супраць, які не быў людажэрам, але не быў суперзмагаром, а быў атлетам, які, карыстацца моладзевым сленгам, не зашкварыўся. І ён будзе ўсе бакі задавальняць і будзе дэманстраваць добрыя вынікі. Канец цытаты. Вось на вашу думку, магчыма такое ў цяперашняй Беларусі? Вот сейчас, на 24-й год, я не считаю, что это возможно. Не знаю, просто... Наверное, если ты подрастающий, подающий надежду, успешный спортсмен в Беларуси, ты все равно как-то будешь соприкасаться с режимом. И, скорее всего, режим захочет это показать всему миру, да. Ну, всему миру нет, конечно, но всей Беларуси. Ну, это мое мнение. Конечно, если человек, если молодой спортсмен может себя сохранить в этом плане, это супер. Но я просто не считаю, что сейчас это возможно. То бок вы лічыце, што нават для тых спартоўцаў, якія, можа быць, маюць большую свабоду, могуць трэніравацца за мяжой, нейкія футбалісты, напрыклад, якія змогуць гуляць за замежныя клубы, гэта малаімаверна. Быць незалежным ад рэжыму. Ну, я не знаю, для меня лично все равно это футбол, это футболисты. Ну, то есть, давайте так, я за футболом белорусским не слежу, но знаю Илью Шкурина. Все. Почему? Потому что он в свое время отказался ехать за сборную. Один из первых спортсменов, который отказался ехать за сборную. Буду ли я, если я не фанатка футбола, буду ли я следить за спортсменом, который не высказывается там, не в поддержку, не против режима, да, то есть как бы в поддержку режима, это и где-то получается у меня в инфополе это проскочит, там, скорее всего, на трибуне, да, что вот этот человек, этот спортсмен сейчас поддержит режим, а если он будет высказываться в пользу демократической силы, это опять же появится на трибуне, и я его замечу, но если человек ничего не будет говорить, не высказываться, а просто будет жить, играть свою жизнь, да, я просто вряд ли его замечу. И я не понимаю, как люди, огромное число людей, если мы говорим какое-то объединенное, вот много белорусов, которые болеют за человека, мне кажется, немножко мир изменился в том плане, что людям еще интересно смотреть, а какой он человек. Не только какие цифры он показывает на стадионах, что он выигрывает и так далее. Мне кажется, что стало еще важным, какой именно он человек. И если у него нету, я не знаю, грубо говоря, огромного инстаграм-аккаунта, где за него уже болеют, то вряд ли человек, который нигде не светится, нигде не высказывается, сможет стать вот этим вот детонатором всеобщей любви, да, за которым будут следить все, и как бы вот он сможет стать каким-то объединяющим фактором. Вот. Я поэтому не считаю, что такое возможно. Вы сёлета ўвесну завяршылі спартовую кар'еру. Апошні свой сезон вы сталі чэмпіёнкай Брытаніі, таксама выйгралі Еўракубак. І цяпер, наколькі я разумею, вы удзельнічаеце ў рэпетыцыях пастаноўкі беларускага свабоднага тэатру. Яна мае адбыцца, гэтая пастаноўка, спачатку ў ЗША. І фактычна гэта заснавана на вашай біяграфіі. Вы там будзеце граць фактычна саму сябе. Вы можете расказаць трошкі пра гэты праект? Да, мне повезло, Свободный театр заинтересовался моей историей. Они увидели во мне потенциал, я не знаю, человека, который может это рассказать на сцене, хотя сейчас начнется 3-я неделя репетиции, я что-то начинаю сомневаться, что, как бы, что они там во мне увидели, потому что все-таки играть на сцене — это не то же самое, что играть на баскетбольной площадке для меня. Вот. Да, действительно, это все, как бы, это моя история, история меня как спортсменки, история меня как гражданки моей страны, история меня как жены моей жены, да, то есть это чисто моя история, и это может казаться, что, ну, это же легко, это же все про тебя, там, иди, расскажи это людям, но мне хочется, чтобы это было офигенно, чтобы это было как свободный театр на мировой сцене, это просто это как бы топ-уровень, да, и мне хочется не ударить в грязь лицом, и как бы не подвести их, тем более у них в следующем году у них будет вообще 20-летие театру, и этот спектакль, я считаю, важен как бы вот к 20-летию, да, к празднику, к такому, и я вот сейчас стараюсь делать все, что я могу, выкладываюсь, учусь очень всему новому, и
Да, и вот, короче, я сама не поняла, как я после баскетболистки через месяц начала уже в театре играть. Вот, ну, интересно, посмотрим. А вось за гэтыя некалькі тыдняў рэпетыцый вы навучыліся чамусьці радыкальна новаму, таму, чаго у вас раней у жыцці не было? Ну, вот еще не научилась, я к этому стремлюсь, чтобы вот видеть то, что я говорю. Как бы это вот, как мне объясняют, как я должна рассказывать свою историю, это я должна у себя в голове попадать там в эту ситуацию или в эту комнату, о которой я сейчас буду рассказывать, и вот из этого состояния как бы я должна играть. У меня это получается иногда с очень большим торможением, да, когда мне надо такое в себя уйти, прямо как бы вот представить все досконально и только потом говорить текст. Вот. Я, на самом деле, я такой, конечно, это уровень любитель, самый начальный любитель, если, не знаю, если спортивные какие-то метафоры брать. Не могу сейчас вам показать какой-нибудь трюк, финт или еще что-то, потому что я на самом деле еще ничего не научилась, просто, не знаю, познаю какие-то правила театра, какие-то азы. Мне кажется, что мы движемся очень медленно, и мне это немножко стрёмно, что к сентябрю я не смогу показать свой максимум, но надеюсь, что все получится. Ну, і апошняе, што я хацеў бы у вас спытацца, на сцэне, што найцяжэй вам вот, паказваць са сваёй біяграфіі, са свайго жыццёвага шляху? Гэта спорт, гэта тое, што вы казалі, менавіта грамадскія, нейкія палітычныя рэчы, ці асабістае жыццё? Вось, наколькі я разумею, пра свае адносіны з сваёй партнеркай вы расказалі, тым ліку і дзякуючы таму, што гэта ініцыяваў Мікалай Халезін, адзін з кіраўнікоў свабоднага тэатру. Ён як бы вас так справакаваў на гэтую размову. Ну нет, я не считаю, что он меня спровоцировал. Это давно, мы с ним это давно обсуждали. У меня эта еще идея возникла, я не знаю, наверное, где-то в 2021 году, когда я увидела на YouTube-канале «Жизнь Малина» разговоры с Настей Базар, и я просто вдохновилась, насколько... Я даже не знаю, чему именно вдохновилась. Просто меня вдохновило то, что это белорусские, что они так открыто рассказывают о своих отношениях. И я тогда помню, что мы тогда с ней еще не были знакомы. Я ей написала просто в Инстаграме: «Наста, там, спасибо за интервью». Я вдохновилась, там, обязательно сделаю камин-аут и так далее. И вот... Ну, прошло там 2 года, просто я не чувствовала, что это хороший момент. Я не хотела делать это просто как вот обухом по голове людям, да, и так далее. Просто мне хотелось это где-то в спокойной обстановке, где-то обмолвиться, и потом я понимала, что там пойдет-поедет. И вот Коля Халезин, да, он предложил на своем шоу это сделать в таком стиле. Но это не самое трудное. То есть для меня это очень легко играть это на сцене. Наверное, самое трудное — это воспоминания, когда у меня есть воспоминания о том, что умерла моя бабушка много лет назад, и я вот понимала, что у меня это еще как бы незалеченная рана, да, потому что когда в Минске проходили там, по-моему, каждый вторник марши бабушек, марши пенсионеров, видите, я их маршами бабушек называю. Я вот помню, что я вот каждую неделю я ревела просто. Просто я видела фотографии этих людей, пожилые люди, которые идут по Минску, против которых выставляют кордоны, с зажжим газом в них там распыляют и так далее. Я вот помню, что я ревела, и до сих пор сейчас я текст произношу, и это такой самый легкий момент, когда я могу уйти в себя и вот вспомнить, и у меня накатываются вот эти вот эмоции, слезы даже и так далее. Вот, наверное, вот это такой самый эмоциональный сейчас для меня момент, когда мы это репетируем. Дякую вам вялікі за гутарку, Кацярына. Спасибо большое. Я нагадаю, што з намі на сувязі была капітанка зборнай Беларусі па баскетболе Кацярына Сныціна. З вами быў Алексей Знаткевич, гэта была праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім. Гэта дазволіць большай колькасці людзей яго пабачыць. Не губляйце свабоды.